Пока весь мир озабочен проблемами экологии и переходит на более современные стандарты автомобильного топлива, Кыргызстан продолжает оставаться свалкой для низкого качества автомобильного бензина. И такая ситуация в стране может продлиться до 2025 года. Дело в том, что Минэкономики обратилась в ЕАЭК с просьбой в очередной раз отсрочить внедрение техрегламента Таможенного союза, регулирующего качество бензина и дистоплива. Как бы они там сделали такое справки обоснования, везде было указано, что это как бы касается только нефтеперерабатывающих заводов, которые на сегодняшний момент не готовы, не успели провести модернизацию и не готовы к выпуску более качественного экологического топлива. Коллегия ЕАЭК поддержала инициативу Министерства экономики Кыргызской Республики, но само Министерство экономики подтверждает и дает разъяснение, что техрегламенты Кыргызской Республики вступили в силу, это только касается нефтеперерабатывающих заводов. Но на самом деле там такая лазейка есть, там формулировка такая интересная, что в соответствии с национальными стандартами, то есть выпуск и обращение допускается, да, то есть это имеется в виду, что национальные стандарты, а у нас сейчас пользуются ГОСТами, которые были, например, выпущены еще в период Советского Союза, да. В Кыргызстане действует 5 нефтеперерабатывающих заводов в Ташкумыре, Джалабаде, Кемене, Токмаке и Карабалте. 2 последних построены китайскими инвесторами. По данным экспертов, совокупное внутреннее производство ГСМ занимает от 5 до 10% рынка потребления. С учетом имеющегося импорта получается, что более 40% внутреннего рынка ГСМ занимает низкопробное автомобильное топливо. И это только то, что ввезено и произведено официально. Если учесть нелегальный оборот, то цифра будет еще выше. Эксперты выделяют и другую проблему. Это ввоз в страну продуктов первичной обработки нефти, бензонола, печного топлива, газолина. Так, с 2018 по 2020 годы совокупный импорт прочих нефтепродуктов составил приблизительно более 300 тысяч тонн, которые позже недобросовестные предприниматели продают населению как товарный продукт. Все эти вещества являются очень вредными для здоровья человека, окружающей среды и наносят вред автомобилю. Меня поражает отношение нашего правительства к нашему здоровью, к нашему благосостоянию и благополучию. Согласно национальной стратегии устойчивого развития 2040, да, наше правительство там говорится, что приоритетным является развитие экономики путем уменьшения экологических рисков. Да, и развитие зеленой экономики. Где мы развиваем зеленую экономику? Где вы это видели? И лично я нигде не наблюдаю. У нас еще 2 года назад я здесь давала пресс-конференцию, как раз согласно той инициативы, когда Министерство экономики отправило письмо на имя председателя ЕС Саркисяна о отсрочке на 2 года введения в стране нашего техрегламента. Да, мы отстаем, мы везде отстаем. А по загрязнению воздуха мы передовые. Мы первые уже 2-й год лидируем. Время для модернизации МПЗ у отечественных компаний есть почти 3 года, однако они уже заявляют, что не успеют. Есть мнение, что на самом деле большинство нефтетрейдеров хотят использовать отсрочку вовсе не для улучшения производства, а чтобы продолжать завозить неклассовое топливо для получения сверхприбыли. Таким образом, без политического решения Кыргызстан будет продолжать откладывать внедрение автомобильного топлива экологических стандартов К4 и К5. Бахыт Кульчуманов, Алтынбек Салиев, Нью ТВ.